Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня интересный момент такой, как клеим вторые стекла. В общем, ребята делают здесь, вырезают вот таким аппаратом лазер, все дела. Не хухры-мухры. Посмотрим, качество какое будет. Мне самому чисто интересно, потому что я как бы всегда одним пользовался. Ну, другими ребятами, поэтому в этом году решил маленечко поэкспериментировать. Как-то заезжал к одним, они мне как понаклеили тут по-уродски прям. Я вообще просто приехал к ним и сказал: ребята, короче, забирайте свою пленку нахуй. У меня такая крутая тачка, а я буду, блин, с кривыми этими вырезами, блин. Поэтому нужна аккуратность. В круг. В круг. Все в круг. Как зовут мастера? Как? Дима. Димон. Димон сейчас расскажет, что это такое. Ну, вот эта линейка получается у нас Так. для замеров, для шаблонов. Ага. Это у нас шаблоны идут. Так. И мы ставим на лазерный стол, чтобы там ровно было. Надо это все дело фотографировать. Все это фотографировать надо? Да. А, тебе фотографировать или мне? Мне не надо фотографировать. Мне надо, чтобы дизайнера отправить, и чтобы все ровно было. А, вон оно что, да? Да. Это же все в компьютер загружается и потом режется. Так. Компьютер загружается, все режется. А почему руками не режете? Ну-ка, почему, как дошли до этого? Ну, руками это долго делать. Долго? Да. Это тупор, ну как бы... Они потом, вообще да, четко же, очень- допустим, другие Нет, ребята. так- Фу-фу-фу. Да, вот руки набираешь, Но. потом, если долго весь день будет резать, это очень... Ну, короче, устанешь. О, вот это четко, надо мне тоже такое придумать. Ох, лайфхак, ребята, как сделать этот. Хоба, я такое еще не видел. Это получается моя боковая часть, которая не ездит. Ну, собачатник я его называю. Это окно собачатника. Сколько, говорите, уже лет уже занимаетесь? Ну, в общем, получается 4 года. Так. 2 года чуть-чуть остановку делали. 2 года. А как, кто вас надоумил именно вот такой вот станок прикупить? Станок прикупить, ну, вообще в другой... у него вообще другой этот был Предназначение. предназначение. Ну, потом как-то он застаивал и как бы придумали вот так делать. Вот такой. Ага, И все. сейчас уже дизайнер отправляю. Ага. И он в ком загружает, да? Да, он в ком загружает и файл отправляет, и мы уже резать получаем. Ну, надо файл уже сохранить эти, чтобы у вас больше этого не было. Да, вот картотеку. Картотеку ведите, делаем. чтобы сразу же пук файл загрузил и все вырезали. Потому что время бабки. Да. Как бы на мне это отрабатывается тоже схема. Уже недавно парень был, который с Вокси клуба, там, Вокси Esquire, заезжал вот парням. Я чисто тоже глянул и решил, дай попробую, посмотрим, в принципе. Еще такой момент парни сказали по поводу толщины самого материала. Что можете сказать? Почему именно 0,5? Почему не 0,7? Почему не 0? Еще сколько там есть? 0,7, Да. 0,3 есть тоньше. Ну. И одинерки бывают. Так, Ну, почему именно вот такой материал 0,5? Расскажи, пожалуйста. Ну, 0,5 они более гибкие получается. 0,7, допустим, когда под низ делаешь, она может стекло не закрываться в некоторых машинах получается. Тяжело. Да, тяжело идет, и этот сам уплотнитель, она расширяется. И как бы заводской этот, ну, Но да. плохо становится. Плохо, да, становится. И как бы 0,5, мне кажется, самый оптимальный вариант для нашей зимы. И она не запотевает, как слишком тонкая 0,3, короче. И как бы в плотных случаях, мне кажется, долго идет. Так, теперь по поводу, как пришли, вот ты мне рассказывал, как пришли именно вот такому тоненькому скотчу. Ну, скотч, получается, мы до этого большие, широкие брали. Так. И когда вот таких некоторых изгибов, вот такие имеются, вот волнистые изгибы, и там в некоторых случаях надо было вот так связать, и это очень долго ходило. А,
И получается, вот если тонкий скотч, можно еще его нормально обрабатывать, ну, заворачивать. Угол можно Да, завернуть, угол да? завернуть. Ну вот сейчас смотри, он хоп, отрезает же. Мгм. Ну, не идет кругом. Да, вот острые углы вот так делают. Острые углы да. так делает. А вот эти вот боковые, более Но. вот эти, сейчас она одним целым вот так пойдет. Вот сюда. Вот сюда, до сюда. А и посередине еще вот так вот делаете штучки вот здесь, чтобы не прилипало? Ну, в некоторых больших объемах, да, Но. как его, Больших стеклах. Да, больших стеклах можно делать. Ну, некоторые говорят, типа, мешают и по красоте. По красоте. Ну, мне надо будет вот здесь, по крайней мере, поставить так. Да, да. Ну, в принципе, я вот здесь не смотрю. Вот сюда не обязательно. Вот где-то вот здесь, в районе уха. Пусть будет вот тут там. Да. Куда-нибудь так, чтобы. Потому что реально она прилипает. Большое стекло, да. Да, тут стекла вообще остекление большое, конечно. Вот. Ну все, посмотрим, как это все вырезается. Интересно. Парни толковые. Что делать? Работать надо. Ну и цены? Цены как? Нормально? Цены, получается, обычные седановские 400 рублей, это без установки. Чисто Так. забираете уже готовую продукцию, это уже со скотчем идет. Так. И получается, если минивены, то уже по 500 идет. Со А скотчем. у нас, да, с установкой идет 100 рублей одно стекло. Это в зависимости от загруженности мастера. Так. Покажите примерно, вот вы готовые, вот я вот уже понял, вот вы уже готовые. Да, вот эти уже сегодня забирают. Так, что у вас? Это премия. Это премочка уже, да? Все, готовый скотч, вот это 400 рублей стоит. Да. Все, он сам приходит, сам втыкает. Это получается без или с опусканием или без Это опускания? с опусканием. Снизу вот В общем, ребят, 3,5 да. сантиметра тут. Ребят, контакт я, короче, здесь вот прилеплю. Звоните, пока нагруженность. Скоро зима, поэтому будет жестко загруженность, я думаю. Даже мой ролик не особо-то повлияет на самом деле на их работу, но возможно будет очередь. Но можно вот так вот, ребят, заказать. Вот готовые, видите? Ну вот. Алена, 260. Смотрите, пожалуйста, хоп, готово. Приехали, забрали сами в гараже там или где. Заклеили аккуратненько. Правда, я вот постоянно, у меня огромная проблема снять вот эту красненькую штучку. Я постоянно мучаюсь. Есть какой-то специальный лайфхак, где ковырнуть, чтобы она... Ну, сейчас вот, когда мне будут клеить, парни покажут, где именно надо ковырнуть, чтобы этот скотч вот этот вот отклеился, вот эта вот красненькая штучка. Ну, посмотрим. В общем, наблюдайте. Я зимой буду ездить, буду говорить, отзыв оставлю независимый. Запотеет, скажу, запотело, не запотеет, скажу, не запотело. Как бы дело такое. Но раз парни сказали, что такой скотч самый оптимальный, ну, наверное, все-таки мастеров стоит послушать. Им-то что, тоже по гарантии, да? Зачем вам это надо, да? Когда вам по гарантии принесут, это пипец же будет, когда по гарантии принесут. Ну вот у меня передняя, смотрите, какое остекление здоровое. Ё-моё. Угу. В общем, Дмитрий рассказывает то, что еще будут заниматься эвоковриками. Материал уже есть, да? Да. Я первый, короче. Мне надо вырезать вот эту часть. Вот эту вот. Сделать так, чтобы я вам все нюансы расскажу. Потому что есть нюансы именно вот по вот нашим, чтобы они каждый, чтобы каждую можно было достать. И это дело все тоже на лазере режется, получается. Да? Замеры тоже так же снимаем, также вот так отправляем. Ну. И на лазере режем, и там уже окантовываем. В общем, вы как еще как швея, да? А намордники? Тоже? Пока разработка. Загруженность, да? Ладно, все, давай, не буду отвлекать. А то тоже мое время же тоже идет. Вот обязательно вот окошечко тоже делаю. Потому что вот из таких мелочей, из окошечек, чтобы полностью вся машина была вторыми вот этими стеклами заклеена. Для чего это я делаю? Для того, чтобы не было теплопотери, чтобы я не грел вот это застывшее окно. Вот это вот застывшее окошечко вот так будет, и она все равно будет фонить холодом. Поэтому все закрываю. Второе лобовое будет здесь.
Зима не за горами, уже 20 с копейками уже на улице. Ну, ночью. Поэтому как-то так. Сейчас свету еще включу. А так, шикарный аппарат, конечно. Видите, какие большие стекла. Обязательно, чтобы отпускались, тоже сделать. Но я всегда так делаю, чтобы опускались именно. Те боковушки не отпускаются, глухие будут. Обязательно заднюю тоже. Заднее окно. По красоте. Они, в принципе, и зимой тоже ходят. Точнее, летом. Я летом езжу со вторыми стеклами, пофиг. Ну, чуть-чуть их там перекашивает, но не страшно. Вот задний, смотрите, сколько он там. Почти метр, да? 103. 103. Метр 3 сантиметра. Видите? Большое заднее стекло. И представьте, оно у меня замерзнет зимой. И как будет холодом от нее тянуть. Поэтому в любом случае надо утепляться. Ну, парни вон коллективом работают. Сколько? 4 человека. 4 человека. На одну машину набросится быстро. Фук-фук-фук. И все готово. Ну, Воксик просто приезжал, говорит, лекало смотрел. Вот такими брикетами, да, продается? Это сколько здесь? Нифига себе. Но материала хватает. Хватит на всех, так скажем. Тоже в России делают, да, пленку? Ну, не знаю даже. Кто производитель? Интересно, кто производитель этой пленки? Раз 3М скотч в России. Или ЗМ. А вот это кто производит? А скотч очень подорожал. Да, подорожал? Да, прям 2 раза подорожал. Ну, а что поделать? Сейчас доллар, блин, что-то то Вот так, этот то сяк. более-менее цены держит. Тот скотч очень слишком дорогой стал. В общем, все дорожает, ребята. Но у них четкие цены. Я вот вообще просто я... Да, некоторые вот за такой ценник без скотча делают. Ну, Да. Одно стекло. ну вы вообще 500 красавчики. рублей без скотча. Ну, если вы потом чуть-чуть маленечко цены поднимете, ничего страшного. Я думаю, главное не на мне это поднять. Я все уже сейчас... Ну, еще будет машина вторая. Приуса надо будет заклеить. Приус Альфа и Приус 30. Так что Приус Альфа, Приус 30 будет. На полную, наверное. А может только боковушки сделать. Смотрим. Скорее всего, только боковушки. Но желательно, конечно, полностью делать. Я всегда полностью делаю. Так, ребята берут целое полотно. Хоба. Хоба. Так. Ложат. Угу. Хоба. Все. Так, положили. В общем, ребята давно, говорит, до Аноландулина. Короче, занимались, говорит, топить надо было. Потом что-то пошло не так. Но сейчас костяк собрался, да? Да? Ребята, еще опыт есть, костяк собрался. Главное самое, вот я вот реально, для меня самое главное аккуратность. Потому что, чтобы вообще четко было, чтобы прям я вот видел, что никаких волдырей, там, никаких перекосов, чтобы так офигенно, чтобы прям она вот как родное стекло, что даже незаметно было. Вот, ну и это все мыть, по идее, надо перед тем, как клеить. Да? Или сейчас помоем, или что? Самый секретный процесс. Лист разлиновали. 16-го года, да? Разлиновали. Хоп. Сейчас будет процесс. Еще маленечко, ребята, я расскажу свой опыт. Когда я первый раз, у меня была Toyota Aqua. Вот сейчас вот фотографию тоже приклею. Была Toyota Aqua. Ну, она такая. Короче, внутри там было холодно. И вырезали парни ножницами. Прям коряво получалось. Прям по-уродски наклеили. Прям все запотело сразу же. Ё-моё, как я был зол. Потом к ним обратился. К ребятам. Вот. Они четко сделали, в принципе, вообще. Пришлось очередь, конечно, подождать, четко. Вот сейчас вот тоже парни мне понравилось. Они шаблон вырезали.
Но он чуть-чуть корректировку потребовал. И сказал мне, говорит, надо вырезать по новой. Да, чуть-чуть прям. Но это чисто титульные вещи, такие как бы шаблон титульный, который должен просто быть прям пипец идеальный. Чтоб никаких зазоров не было, чтоб промерзаний по бокам не было. Чуть-чуть подольше времени потратить и сделать по красоте. Так. Вот вон там. Нот. Все? Остальные четкие? Сзади четкие, да? Блин. Чуть-чуть поректировать тоже. В общем, знаете, ребята, кому нужны лекалы хорошие, прям вырезать прям по красоте. Вот номера. Лазером все вырежут. Ну, цены у них вообще самые, по-моему, сейчас реально адекватные. Прям по себестоимости почти херачат. В общем, парни хотят прям довести до идеала, прям, чтобы прям четко-четко вот. Все-таки эти шаблоны это, ну, одно, а когда они, в общем, они это делают как? Заносят потом в компьютер, и у них вся будет в компьютере, понимаете? Это не шаблон, это чисто компьютерная модель для того, чтобы все по линеечке, чтобы прям была прям конфетка. Ну, чуть-чуть подольше времени, говорю, потратят, но зато результат будет того стоить. Потому что я, говорю, обращался к одним ребятам, вот так вот лазер режет. Видите, ни одна рука, как говорится, человеческая так четко не отрежет, как лазер. И вот это меня подкупило тоже, кстати, момент вот этот. Ни одна рука человеческая так офигенно, блин, не отрежет. Поэтому вот корректировочку делают. Смотрите, все по уму. Все по уму. Ну, потому что машина реально четкая. Да, в принципе, без разницы, какая машина. Главное, что прям не докопаться было. Лицо, так скажем. Вот эту боковушечку мне вырезали прям вообще четенько, прям ее приклеить раз и навсегда. В общем, парни до такой степени красавчики. Вот, скажи, что ты хочешь выяснить сейчас. Я хочу сейчас, что водителю не мешало стык. Стык. Когда два скотча вместе соединяются, чтобы не видно было, да? Да, что иногда же глаза же мозолит, то что... Видите как? Тут, если я в углу сделаю, отсюда я он понял смотрит же. и будет Все тогда. мешать. Пометочку вот тут со стороны стойки сделать и все. Ну Снизу, четко. здесь? Не, вот. А, Вот вот здесь, здесь? вот. Давай. Стык там. Я ж туда никак не смогу посмотреть. Вот до такой степени, вот нюансы, все дело в деталях, в мелочах. В общем, ребята внесли корректировки. Корректировки в шаблоны внесли. Как бы получается второй раз уже вырезка пойдет. Оба, будем смотреть, что это такое. Так, можно смотреть? О, смотрим. Ребята, 21 век. Вот так вот. Ха. Круто. Вот таким макаром все делается. Ё-моё. Запашок, конечно, здесь. А, вон вытяжка есть, ребят. В общем, вот так не буду дышать. Красота, ё-моё. Шпарит. Реально шпарит. Оп, первый пошел. Это большую вырезали. Кстати, ребята, второй раз уже говорю, первый лист они, получается, запороли первый лист. Но зато вообще просто красоту. Так что следующий
Вокси Ноах Эсквайр, 80-я будка. Можете спокойно приезжать пацанам. Будут вообще четкие, прям вырезанные. Прям, ну, никто так не сделает, я считаю. Я более чем уверен, то, что все-таки автоматика это другая тема. Автоматика, это не человеческая рука. Как бы ты там не научился делать, все равно у тебя не получится так сделать, как это делает вот этот вот станок. Автоматизация. Автоматизация полным ходом. Так, у нас получается на шаблонах, что хоба. Получается вот нижний, две боковушки и одна. Целый лист надо, оказывается, наполовину. Два листа уходит, ребят. Чисто на воксика, потому что в воксе остекление мощное. Много стекол. Стекла большие, объемные, поэтому... Ну, это то же самое, как я занимаюсь. Это уже ребята не слепые мастера. Уже дошли до того, что головой думают. Зачем делать руками, когда есть техника, которая может все компьютеризировано, все это сделать. Да? Удобство в первую очередь. И качество. Уже нету никакого, а тут человеческий фактор уже тут не присутствует абсолютно. Все, фук-фук-фук, вырезал. Все это будет занесено в компьютер у парней с корректировками. А они сейчас вот, чик, приехала 80-очка, хоп, все, озвучили ценник, чик-чик-чик троем, поехал. Быстро. Не так, как я, конечно, я уже тут сколько сижу, но это уже... Дело первый, так, да, я как первопроходец, так скажем. Но уже вырезали же, говоришь. Да. Вырезали. А почему не сохранили шаблоны? Не, имею в виду, вовсе не вырезали. А тогда что было? Ну, другие машины. Другие есть уже. В принципе, почти все машины уже, говорит. Целая методика у них была. Они говорят, в другом гараже были шаблоны, и с этим шаблонами, короче, да, переехали и забыли шаблоны и выкинули. Поэтому пришлось им целую методику сделать. Тоже мне понравился их рассказ, как они на мойках это все делали. Подходили к машинам, спрашивали, можно мы у вас мерочки возьмем. В общем, ну, респект. Парни хотят работать, хотят бабки зарабатывать. Есть вот такой вот станок у них тоже, недешевая Аврора. Поэтому как-то так. Хоба. Что получилось? Горяченький? С пылу с жару, да? Ну-ка, дай-ка все-таки сюда на край подведи. Я сейчас все-таки посмотрим. 21 век у меня. Да. И все-таки есть огрехи, смотри. Поэтому мой лайфхак работает. Пройтись по этому краешку. Есть вот момент, видите? Ну, это быстро. Быстро? В смысле, быстрый рест, быстрый рест стоит. Да. Надо резу уменьшить, значит, скорость. Да, тогда уже можно? Поровнее будет. Можно, чтобы волны меньше было? Сейчас следующую можно зарядить медленный рез. Все, красавчики. Еще же у меня будет полотно одно. Итак, смотрите, как вырезает. Вот они подогнали уже прям. Ой. Прям по красоте, прям за подлицо прям. Прям все. Чуть-чуть минимальнейший зазорчик, минимальнейший прям. Красота. Почти как родное стекло получается. Чуть-чуть совсем. Вот. Чуть-чуть. В общем, как наклеится, все потом засниму. Прям досконально. Вот ребята клеят, общаются, работают. Потом всей толпой нападут. Сделают красоту. Ну все, ребята сделали четко все. Посмотрим. Сзади. Заходишь назад. Оба, что тут имеется? Вот так вот посередине сделали
скотч, чтобы не прилипало. Да, не увидишь ты нифига. Чуть-чуть вакуум есть. Вакуум есть. Здесь стекло так. Здесь все заподлицо. Смотрите, как получилось. Тоненький скотч. Почему тоненький? Они сказали, что уже на опыте, что именно такой скотч нужен. Не знаю, посмотрим. Здесь все заподлицо. Посередине вот такую штучку приклеили. Заднее полностью стекло. В общем, вся работа в круг выполнена. Две с опусканием. Две с опусканием. Две с опусканием. Тут, конечно, чуть-чуть моменты есть. Ну, самое главное, вырезка какая. Посмотрим, как будет замерзать. Зимой затянет, нет. Здесь все опускается. Ну, лазер что вырезал, блин, тут не докопаться. Лазер. Так, теперь моя водительская сторона. Смотрим моменты. Четко. Все ровненько опускается. И две вот этих боковушечки. Обязательно, чтобы обзор был. Все, с двух сторон. В общем, вся в круг. 4700 ребята делают. Я думаю, дешевле не найдете. Ну и никто не вырежет, короче, так четко, как лазер. В общем, ну все, парней запоминайте. Давайте, парни, удачи вам. Давай, краба. Удачи, успехов. Махталитет вам. Открывайте, полетел я. В общем, как-то так. К зиме надо готовиться основательно, потому что зима у нас беспощадна. Замерзнешь нафиг. Даже с двумя печками. Ну, у меня две печки, но все равно холодно. Открывайте, пожалуйста, мы. Поеду я домой. Без утепления вторых стекол, без вариантов. Без вариантов. Второе стекло по-любому надо клеить. У нас зима суровая. Климат очень суровый. У кого-то сейчас еще до сих пор плюсовая температура. А у нас уже все. У нас уже все. В общем, ребята работают. Обращайтесь. Такие дела. Ну, а теперь остается мне лобовое стекло приклеить. Лобовое стекло. Ну, кто-то там вот из России, ну вот Prius едет, да, я уже даже его сразу определяю, Prius. Нилова узнаю по походке. Вот. В общем, почему именно вот такое решение? Раньше клеили у нас деды, там, отцы там и так далее. На вторые стекла клеили. Понимаете? Именно стеклом вырезали. А сейчас китайцы вот такую пленочку четкую. Пленочку такую четкую придумали. И в принципе клеят вообще зачет. Ну и, пожалуй, закончу я видос, ребята, на следующий день. Смотрите, пожалуйста, как все четко, ровно. Здесь ровно. Задняя. Да у меня камера, ё-моё. А чё, почему она в пол смотрит? А, нифига себе. Чуть-чуть вот так вот надо направить. В общем, все четенько, ребята, все четенько.
В общем, готовьте сани летом, так скажем. Хотя сейчас уже 28 было градусов мороза. Смотрите, как все четко. Стекло опускается. Хоба. Все четенько. Уже холод, смотрите, вон пар. Изо рта пар, то есть от руки идет пар. В общем, уже мороз. Не знаю, видит, не видит камера. А вот на черном фоне Вишовск. Водительская дверь. Тоже видно. Все четенько, прям заподлицо, прям не докопаться. Прям вот видите как? В аккурат они мне там выравнивали, все классно. Так что еще раз картинку сюда ставлю. Вот, картиночку ставлю. Сейчас лобовуху еще наклею. Морду утеплю. Морду утеплю, лобовуху наклею. И все. И спокойно можно зимовать. Ну все, ребят. Всем пока. Пацаны, удачи вам в ваших начинаниях. Продолжайте в том же духе. Зарабатывайте бабки. Покупайте себе квартиры и так далее. Машины. Вот. Главное, все качественно. Вот это я вот люблю, ребят, конечно. Это вот как я, допустим, тоже. У меня оборудование четкое. В принципе. Больше делает, конечно, оборудование, но все равно руками приходится работать, как-никак. Ну, еще должна быть какая-то база, желание. Ну и руки. Все руками делается. Ладно. Всем пока.